В Ленске произошел крупный пожар в 16-квартирном жилом доме. Он был такой силы, что несколько квартир выгорели полностью. Люди выбегали из дома, в чем были. В огне погибла пожилая женщина, которая, по предварительным данным, задохнулась угарным газом. В администрации прошло экстренное совещание. Сейчас решается вопрос, что делать с домом – восстанавливать или сносить. Все подробности у Натальи Беспаловой. Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Здесь все выгорело дотла. Мебель, посуда, одежда. Уже из этой квартиры огонь начал распространяться на другие. Дом деревянный, все происходило быстро. В этой квартире проживала ветеран Великой Отечественной войны Александра Гусева. 92-летнюю старушку в халате и тапочках из пожара выносили сотрудники МЧС. Они действовали по инструкции. Прибыв на место происшествия через несколько минут после вызова, в первую очередь пожарные бросились спасать людей. По прибытию было видно, что сильный густой дым из окон первого этажа, со второго эвакуировали детей и женщину. Затем проводили разведку на наличие людей. Со второго подъезда было эвакуировано 2 пожилые женщины. Однако одну женщину спасти не удалось. 54-летняя жительница дома погибла по предварительной причине, отравившись угарным газом. Следственный комитет проводит по этому факту проверку. Остальные жильцы потеряли имущество. Сегодня их пригласили в администрацию. Власти города и района готовы помочь погорельцам, но расселить сразу всех возможности нет. Без жилья вы не останетесь, но вот на первых порах вы должны понять, что если у кого-то есть родственники, где-то возможность проживания, до того, как мы определимся, что все-таки делать, да, и куда вас расселять, под какую программу может включить, как-то получится, там с правительством будем работать. В течение 10 дней, пообещали власти города и района, специальная комиссия проведет полное обследование дома и будет принято решение – восстанавливать дом или сносить. По словам Александра Харунова, в интересах жителей дом все-таки восстановить, ведь на это уйдет гораздо меньше времени, чем на строительство. У кого есть возможность переехать куда-то, вот пока временно там, да, мы сейчас проговорим там за 10 дней, да, вот где-то остановиться, чтобы мы спокойно сегодня зашли в этот дом, спокойно его просмотрели, составили деэффектовку и приняли решение. Тем жильцам, которые не имеют возможности жить у родственников, пообещали предоставить временные комнаты в общежитии. Все жители дома написали заявление на получение материальной помощи по линии соцзащиты. Ее выделят сразу. А вот когда люди смогут вернуться домой, станет известно через 10 дней.